Добрый вечер. Э, Волнуюсь немного всегда, когда сюда выхожу, поэтому надеюсь, вы меня поддержите. Искренне рада всех видеть. Знаете, прежде чем буду говорить свою тему, такое небольшое предисловие. Помните, в прошлый раз в преддверии 8 марта мы играли в эту игру, да, и каждый называл цветок по первой букве своего имени. И так интересно, что я как раз уезжала на 8 марта, приезжаю домой, стоит такой шикарный букет у нас дома. И, конечно же, он меня впечатлил. Муж пришел в магазин и сказал: дайте мне так, чтобы вот жена декоратор, чтобы прям вау, она пришла, и ей прям реально очень понравилось. Мне на самом деле понравился букет, но вот представьте, какое совпадение. Я была под таким впечатлением, когда вдруг ночью мой мозг включился, что в этом букете было 3 вида цветов. И каждый цветок был по названию женской половины нашей семьи. Был ирис, был Ирен, была Элстома Эрика и была Стацена Стефания. И я в таком восторге была от того, что я думала, он это специально сделал, а на самом деле так случайно получилось. Даже вот. И, знаете, я оценила этот букет вплоть до того, как будто это даже сам Бог хотел меня удивить, да, потому что его значимость возросла в разы. Ну, это небольшое такое предисловие. Сегодня, знаете, мне хочется начать с примера, который наши уже слышали от меня много раз. Но новые люди наверняка не слышали, и мне бы очень хотелось делиться, поэтому те, кто слышал уже дважды, извините, мне микрофон немножко, или трижды, послушайте еще раз. Да, вы знаете, однажды мне пришлось искать одну... Вы говорите, если микрофон у меня нормально, да? Однажды мне пришлось... Для меня сделали определенный сюрприз. И у меня были лишь такие маленькие представления, что это, как это должно выглядеть, что это из себя представляет. В общем, я пришла на место, где, в общем-то, должен быть этот сюрприз, искала 10, 15, 20, 30 минут. Моя такая женская гордость не давала мне там желание позвонить, думаю, найду сама. Это же, ну, интереснее намного найти самой. И когда уже 40 минут прошло, я подумала, что это розыгрыш. Мои нервы немножечко включились так. Думаю, столько времени зря потрачено. Ну, в общем, решила позвонить. И, ну, мне подсказали, где эта вещь находится. Через час примерно я ее нашла, только с помощью. И вы знаете, когда я нашла, я вот так села и честно расплакалась. Почему? Я чувствовала, что Бог стал говорить к моему сердцу. Вот так же мы люди. Порой наши представления о Боге мешают нам найти Его, мешают встрече с Ним в нашей ежедневной жизни. Мы, знаете, можем сотни раз проходить мимо, а Бог говорит, я это очень четко почувствовала: расширяй границы своего сердца, меняй свои представления обо мне, потому что я намного многогранен, я намного интереснее, чем ты себе представляешь. И сегодня мое желание, сегодня тема моей проповеди, почему и как нужно говорить о Боге, да? Нужно ли говорить людям о своей вере и как это делать. И мое желание очень большое, чтобы вы позволили Богу расширить границы своего сердца. Бог, возможно, я привыкла тебе думать вот так или вот так. Я хочу узнать тебя многогранного, интересного, такой, как ты есть, не так, как я себе представляю, не так, как на протяжении 40, 50, 60, 20, 15 лет я это привык видеть, думать. Потому что, знаете, та вещь, которую я нашла, тот подарочек, он был настолько, превзошел все мои ожидания, он настолько привнес в мою жизнь много красок, так же и Бог, если мы ему позволим. И сегодня вопрос, нужно ли говорить людям о Боге, о своей вере. Вы знаете, может быть, достаточно просто сидеть дома, достаточно, ну, просто самому себе верить. Ну, зачем еще с кем-то делиться, да? В Библии вообще есть одно
поручение великое, оно называется «Великое поручение Иисуса», которое Он сказал своим ученикам после своего воскрешения. Это Его было последнее пожелание им, поручение «Идите». Оно написано, оно написано в Матфея. Так, я извиняюсь. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». И дальше еще в книге от Марка написано: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Вы знаете, здесь вообще, в этом месте, то есть Иисус дал поручение своим ученикам. Он дал поручение идти и распространять весть о нем, да. И он не сказал, что, знаешь, если ты обладаешь определенным даром, если ты обладаешь, ну, таким даром красноречия, да, там, убеждения, то иди и говори обо мне. Вообще это поручение, великое поручение Иисуса, оно дано каждому человеку, кто будет последователем Христа, кто полюбит Его всем сердцем и всей душой. В общем, написано в Библии, что хоры ангелов ликуют на небесах, когда хотя бы один человек узнает о Христе и принимает Его всем сердцем своим и всей душой. То есть Бог, Он радуется, когда мы Его посланники. Да? Здесь на земле Он использует человека для того, чтобы распространялась Его благая весть. Вот давайте мы представим, что мы всем альфа-курсом, вот все столы наши, да, мы все выехали в какую-нибудь там пустыню и проводим там достаточно много времени. И как-то мы были... Наш администратор не очень был предусмотрительным, не предупредил нас, что надо с собой воду взять, например, да, ну, обычно у нас это Андрей этим заведует. Вот мы без воды, без ничего, и только один лишь он знает источник, где находятся эти колодцы, да, где находится источник этой воды. И вот если он нам об этом не скажет, мы подумаем, ну, эгоист какой-то или человек равнодушный совершенно, да. В принципе, в Библии сказано, что Иисус сказал, что есть одна очень важная заповедь: возлюбите Господа Бога, да, всем сердцем своим, всей душой, и ближнего, как самого себя. Если в твоем сердце мотив – это любовь, да, то ты приведешь своего друга, своих близких, своих знакомых к этому источнику, который есть Бог. Ты не будешь молчать, ты не будешь проявлять равнодушие, потому что любовь – это забота прежде всего. Да. Если ты будешь знать, что за углом опасность, да, то ты непременно скажешь. Вы знаете, даже есть такое место интересное в Библии, что... Сейчас я попробую его найти. Ладно, наверное, немножечко пониже, потом скажу. В принципе, может быть, мне кто-то подскажет. По-моему, в Иакова написано, что если вы разумеете делать добро и не делаете, то это тоже грех, да? То есть если мы понимаем, что нужно делать добро, но не делаем, то есть Бог это тоже не приветствует. Итак, почему же важно людям говорить о Боге? Вы знаете, есть множество путей, есть множество направлений, есть множество разных ответвлений, но Библия говорит о том, что только Иисус, Он есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Только Иисус. Есть множество направлений, множество разных течений, но только через Иисуса можно прийти к Отцу Небесному. Вот поэтому так важно очень говорить о Нем. Если вот мы вернемся в нашу эту пустыню, мне очень нравится одно место Писания, это в современном переводе, сказано: «Но кто выпьет воду, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякаемым ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни». Или же: «Ибо вода, которую я дам ему, превратится внутри него в животворительный источник». Вы знаете, мне хочется говорить о таком Боге, который на самом деле может утолить нашу эту внутреннюю жажду, который
которая есть в каждом человеке, которая может стать тем внутренним ключом. Человек написано, кто будет пить воду, которую будет давать Христос, то никогда не будет жаждать, потому что эта вода будет внутри источником его. Да? Я хочу вас спросить, кто когда-нибудь влюблялся? Было дело. Так. Вы знаете, что я думаю, что наверняка мы все здоровые люди, наверняка здесь есть кто часто влюблялся, кто не очень часто влюблялся. Но, знаете, это нормально вообще. Как часто, так и не часто, это вообще нормально, потому что мы по природе такие, мы разные люди, бываем эмоциональные, очень. Весь вопрос, что мы с этим делаем, но знаете, к тому, что когда мы влюблены, да, то об объекте своей любви мы можем говорить бесконечно. Я вообще такой человек, не многословный, если честно. Я не люблю много говорить. В моей жизни есть лишь несколько вещей, несколько таких моментов, где я могу говорить очень много. И одно из – это когда я говорю о Боге. Меня это очень переполняет, потому что однажды у меня произошла с Ним эта личная встреча. Я живу этим. Я не просто об этом говорю. Каждый день у меня построен вокруг Бога. И мне хочется говорить о Нем много. Как-то мы с Кристиной ехали с одной семейной парой. Они вообще верующие люди. Муж, он такой достаточно, ну, я бы сказала, больше верующий, чем жена его, потому что он всю дорогу слушал. И знаете, они имели неосторожность, нет, я вам сейчас скажу, к чему, они имели неосторожность спросить. Вы скажите, как вы считаете, что-то мы последнее время думаем, что так мало чудес вообще происходит, да, вот в христианском мире, то есть где Бог? Куда он вообще там? И меня это так зацепило, потому что я знаю, что в моей жизни чудеса, они постоянны. И вот я как завелась всю дорогу рассказывать, но просто вижу, что мужчина принимает, он, давай еще, а что еще? И я понимаю, что я, возможно, эту семейную пару не увижу больше, да? И весь свой арсенал, сколько у меня там было свидетельств, вот чудес, да, я вообще не останавливалась там. Я все время говорила, хотя мне всегда присуща скромность, чувство такта, но здесь меня невозможно было остановить. Я рассказывала чудеса за чудесами. И вот когда мы приехали, потом уже Кристина рассказывает, слушай, ну мы тебя высадили. Они говорят, ну, Кристина, вот ты и вот и Ира, вы такие вообще общительные, это что-то. Кристина говорит, ну вообще Ира, она вообще не общительная, от слова вообще. То есть это просто, когда касалось Бога, да, на самом деле, когда касается разговора о Боге, я могу говорить очень-очень много, потому что это объект моей страсти, это объект моей любви. Я обожаю говорить о Боге на самом деле. Почему еще мы так важно говорить о Боге? Потому что когда мы наполняем чужой сосуд, наш тоже непременно будет наполнен. Мы никогда не будем опустошенными. Мы никогда не будем как-то пересохшая земля. Да? Мы всегда будем наполнены, когда мы будем сеять в чью-то жизнь. Это очень важно. В Библии есть такое место, иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет. Благотворительная душа насытится, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Это очень сильное место на самом деле. Это закон сеяния и жатвы. И кто напояет других, тот и сам напоен будет. Итак, следующее, почему нам важно говорить о Боге. Знаете, в Библии очень много мест, стихов Писания, которые могут служить нам как лекарство для нашего духа, души и тела. Если я обожаю Бога и знаю этот путь, я не хочу там, например, там Диме сказать, Дим,
Ну зачем тебе употреблять эти лекарства, которые ну, не в пользу к твоему здоровью? Есть нечто лучшее, есть нечто большее. Мы когда приходим в больницу, да, там, в поликлинику, если у нас что-то болит, врач, он сразу нам назначает какие-то медикаменты, которые, ну, могут убрать вот не сам корень этой болезни, а вот эти вот симптомы, да. И вы знаете, а Бог работает на опережение. Он говорит, послушай, если ты будешь приближаться ко мне, будешь изучать мое слово, то там много таких классных рецептов, то там много таких здоровских советов, которые могут улучшить качество твоей жизни, которые могут сделать тебя непременно счастливым человеком. А, Например, я себе тут немножечко, буквально несколько стихов, чтобы вас не обременять, да, стихи, которые мне нравятся. Например, «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни». А как хранить? Вот очередное место, да, там, например, как хранить во время стресса, когда мы живем в период очень сложный, да, одно из любимых мест моих, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает он. Надо укреплять свой дух, это только благодаря Богу возможно, серьезно, потому что в период который мы сейчас проходим, наши страны. То есть, я не знаю, ну, да, в разные времена без Бога укреплять свой дух, ну, для меня невозможно. Я проходила разные времена, когда мой дух был надломлен, и только Бог смог восстановить и вывести из тяжелейшей болезни. Ну, я думаю, что это история другого свидетельства, да. Потом, веселое сердце, как врачество, а унылый дух сушит кости. Веселым нас делает Бог. Я за столом тут сегодня рассказывала, знаете, пришла выбирать сумочку в магазин, и мне сразу говорят, продавец, выбери вот эту сумку сюда, бутылка влезет. Я говорю, я вообще не пью. Они говорят, ну что значит вообще не пьете? Я говорю, ну мы вообще не пьем, да. Они говорят, ну как же мне вас жалко. Вообще, знаете, а мне жаль людей, которым для того, чтобы быть ну, довольными, знаете, удовлетворенными, какими-то более-менее радостными, да, им нужен допинг какой. Мой допинг– это Христос. Я даже больше скажу, вы знаете всегда, у нас особенный ребенок, это когда ты не просто у тебя стрессовая ситуация, ну, на какой-то определенный период, да, она на протяжении жизни, да, то есть это не просто. Но на самом деле в Боге источник моей радости, источник моих сил. Я живу и радуюсь. Разные бывают времена. Вы знаете, я часто, бывает, говорю такую фразу, я учусь танцевать под дождем. С Богом это возможно. Когда дождь и ливень, когда теснота в твоей жизни – а ты испытываешь чувство радости, чувство удовлетворения, ты наслаждаешься Божьими красками, ты чувствуешь вкус жизни. Это очень здорово. Я понимаю, для меня это возможно только с Богом. Итак, потом еще одно место Писания. В страхе есть мучение, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Сейчас очень много депрессий, много людей с паническими атаками, много разных депрессивных состояний и неврозов. Да? Это в большинстве своем на фоне страха, сильного страха. Написано, что в таком страхе есть мучение. Я пережила тоже этот период. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Совершенная любовь– это Христос. Он изгоняет всякий страх. Он может дать свободу от любого страха, от любой зависимости. Поэтому это очень здорово. Это одно из рецептов. И знаете что? А еще я хочу сказать женщинам особенности. Мы часто пользуемся разными кремами, разными там какими-то там манипуляциями, массажами от всяких там морщин и прочее. О Библии сказано, кто ходит путями его, тот и в старости будет. Те и в старости будут сочны, плодовиты и свежи. Это Божье обетование. Оно да и аминь. И в старости будут сочны, плодовиты и свежи. Смотрите, написано, человек, который не ходит по путям нечестивых, да, у которого который размышляет о Божьем законе и хранит его в сердце, о нем написано, что он будет как дерево, посаженное у потоков вод, лист которого не вянет. И все, что он не делает, успеет. Человек, который
у которого закон Божий в сердце прописан, который не просто говорит, но живет этим. Он будет как лист посажен у потоков вод, который никогда не вянет, который зелен, который такой, знаете, жив, который свеж. Это очень здорово. Итак, как же все-таки нам говорить людям о Боге? Я сказала, что это очень необходимо, это очень важно. Как это делать? Не бойтесь. Не бойтесь, если вы будете непонятым. Иисуса тоже гнали, не понимали, осуждали, критиковали. Вы знаете, в Библии вообще написано: «Открой уста, и я наполню». Не полагайся на свою мудрость, на свои знания. Сегодня мне Вадим там бакалавр богословия. Знаете, я не очень люблю говорить об этих погонах, потому что я не так много знаю, может быть, да. Но это не мешает мне на самом деле постоянно говорить людям о Боге. Я делаю это все время. Я просто без этого не могу. И я не рассчитываю на свои знания, на свой опыт. Я рассчитываю на то, что Бог говорит: открой уста, и я наполню. Я вложу нужные слова. Вы думаете, иногда что-то прозвучало, это откликнулось в сердце, да? А на самом деле Бог вкладывает нужные слова. Он знает, что нужно тебе. Он отвечает на запрос сердца твоего. Это очень здорово. Как еще говорить о Боге? Не нужно быть, знаете, навязчивым. Конечно, в Библии написано, может, помните, вот эта притча, когда хозяин пригласил всех на свое пиршество, и никто не пришел, и он послал рабов, сказал: ну, идите по улицам, собирайте, вот кого видите, да, идите и убедите, он сказал. Убедите, для меня это как вдохновите. Не нужно быть навязчивым, да, но важно очень вдохновить людей, вдохновить Богом, какой Он, но не быть навязчивыми. Потому что в Библии написано: много званых, но мало избранных. Сегодня, мне кажется, большая честь и привилегия для тех, кто здесь. Знаете, сердца многих людей, я размышляла над тем, что как бы ты его ни приглашал, что бы ты ни говорил о Боге, сердце закрыто. А кому-то говоришь, и он как цветок расцветает, и он тянется сюда. И даже маленькие детки, и человек все равно находит возможность, приезжает, и даже после работы. А кто-то никак, да, много званых. Всех Бог зовет на свой званый пир, но не все избирают его, к сожалению, да. Поэтому большая привилегия тем, как один человек сказал, что большое благословение, что я испытываю дух Бога искания. Это моя потребность, это моя необходимость. Оно во мне есть, во мне не надо там ничего, что-то копать. Я просто все время в поиске. Поэтому это очень здорово, если это есть. Как еще можно говорить о Боге? Вы знаете, через любое хобби, любое влечение я использую как возможность, через свой дар. Лично я занимаюсь декором. Декор, он мне всегда нравился. Через красоту можно говорить о Боге. Что бы ты ни делал своими руками, в Библии написано, что все, что ты делаешь, словом или делом, делай от души, как для Бога. На протяжении 20 лет у меня был бизнес, который был на ура здесь, в Новополоцке. Я всегда пользовалась этим принципом. Если я что-то делаю, я делаю это от души. Я хочу показать красоту Бога в том, что я делаю. Хочу показать красоту Бога. Вы знаете, Бог мне даже во сне дает идеи, как нужно украсить зал. И когда люди приходят на свадьбу, они часто говорят: как это вообще это могли сделать? Или знаете, когда приходят на свадьбу, мы уже украсили, потом тамада приезжает и говорит: я так и знал, это вы, я ваш почерк уже знаю. Здесь настолько все такой минимализм, такая рука. Мне это так нравится. И я всегда думаю: Бог, это вся слава тебе, потому что ты руководишь этим процессом. Я лишь только испытываю вот это тонкое чувство, как это должно быть. Вы знаете, однажды мы делали свадьбу одним очень близким мне людям, очень дорогим, очень близким.
И делали ее абсолютно бесплатно. Моя команда вообще отказалась бесплатно работать, а я думаю, так много людей вложили в мою жизнь, я тоже хочу им послужить. И Тамада говорит этой семейной паре: послушайте, вы чего за зал выбрали? Здесь только похороны проводить, это почастунок до ремонта. Здесь никто не украсит так, чтобы невзрачный это зал. Может, какой-то другой поищите? Но семья была не слишком в достатке, да, поэтому выбрали этот зал. И вот мы приезжаем, я приезжаю в этот зал, мы его красили. У нас уже на тот момент было и разные инсталляции, и чехлы. Мы заделали барную стойку. Вообще, в общем, ну, украсили, уехали. Приезжаем вечером убирать зал, забирать свой декор. И не можем понять, заходим в зал, и впервые зал встает и аплодирует. И потом Тамада говорит: вы знаете, я просто, когда зашел в этот зал, я потерялся в пространстве. Я не мог понять, куда я зашел, где барная стойка и что это вообще за ресторан. Это было очень красиво. И вот когда вы шли, я сказал: вот те люди, которые украсили зал, и зал встал и аплодировал. Знаете, эти аплодисменты, они все Богу. Потому что Бог каждому человеку дает определенный дар, кому-то больше, кому-то меньше, для того, чтобы на земле мы могли служить другим людям, для того, чтобы жизнь свою и других людей мы сделали богаче, интереснее, красивее. И Он не хочет, чтобы мы были как стоячее болото, но чтобы мы развивали этот дар, чтобы мы двигались, росли в Боге. Это на самом деле замечательно. И Бог однажды, мне часто говорят: да зачем ты там делаешь это ж никто не оценит. Я знаю, что Бог, Он всегда по достоинству оценит, потому что Слово Божье говорит: делай все от души, как для Бога. Это лучшая реклама Его. Потому что волна потом о нашем бальдекоре разнеслась по всем 2 городам. И у нас было столько заказов, что мы едва справлялись вообще. Потому что я думаю, что человек Божий, он не будет нуждаться в сильной рекламе, потому что его руки, его творчество и все, что он делает, это будет лучшая реклама, если он будет делать это как для Бога. Газета. Как можно говорить? Через газету. Вот у нас Мариночка сидит, редактор газеты «Колокол». Это вот вы видите, там у нас лежат эти газеты, которые можно брать бесплатно. Интереснейшие статьи, да, такие межконфессиональные. Газету можно вообще выписать, она официально существует. Это хороший инструмент. Я знаю, что через нее очень многие люди узнают о Христе. Спасибо, Марина, за труд твой. И для меня, наверное, больше всего, каким образом мы можем говорить о Боге, это своей жизнью. Твое послание должно соответствовать твоей жизни. Вы знаете, я всегда говорю, что я больше дерзновений испытываю, выходя сюда, когда я говорю то, чем я живу. Людей никогда не обманешь. Обязательно для меня это важно. Своей жизнью говорить о Христе. Не жить жизнью двойных стандартов. Люди это будут чувствовать. Знаете, это очень здорово однажды, встретившись со Христом, смело смотреть Ему в глаза. Сегодня я не смотрю порнографию, не пью спиртные напитки или еще что-то. Не потому, что мне нельзя. В Библии написано, что все мне позволительно, но не все полезно, да. А просто потому, что Бог однажды сделал меня свободной. Написано: если Бог освободит, то человек по-настоящему свободен будет. Эта свобода в жизнь человека может прийти, знаете, во мгновение. Очень важно личное желание, личный поиск, личное хотение. Бог, я хочу Твоей свободы. Я хочу здесь на земле на самом деле быть достойным человеком, проживать жизнь красиво. Это очень важно. Я помню, когда я к Богу пришла, узнала его, о нем. В моем окружении был такой Анвар. Он пил жутко просто. Его семья его очень боялась, такой казах по национальности, там, и телевизор летел там со 2-го этажа, вещи. Он когда шел, у нас двор разбегался, все его очень боялись, такой просто жуть человек. В общем, никто не думал, что он из своей семьи первый на самом деле узнает о Боге, придет в церковь,
Бог освободит его от спиртного. И представляете, мы приезжаем в деревню, откуда он родом, там толпы собирались, чтобы посмотреть на чудо Анвара. Как это Анвар, которого всегда видели такого пьянющего, там, дрысь, да, как это он вообще проповедует Евангелие. Вся его семья, она обратилась к Богу, его дети, да. Бог освободил его полностью от зависимости, он также стал пастырем церкви, но сейчас он уже на небесах. В общем, но я просто к тому, что это в Боге есть все. Он уникален. В нем есть огромнейшая сила. В нем есть настоящая свобода. Сегодня я хочу спросить у каждого из нас. Вы знаете, я очень люблю цветы, особенно пионы. Есть такая разновидность пионов. Пастель элеганс – это самый из пионов дорогущий цветок, который еще в 80-х годах был селекционно выведен одним американским селекционером. Он очень дорогой. Его купить в магазинах невозможно. Ну, только вот у особых людей он есть. Я представляю, наверное, какой аромат этого цветка. Он реально красивый, вы можете в интернете задать, посмотрите стоимость его, кому интересно, так, ради спортивного интереса. Но вы знаете, Бог говорит, что вы Божье благоухание. Люди, народ Божий, Божье благоухание. Какой наш аромат вообще? Какой аромат мы несем? Дорогие духи, они, знаете, чем отличаются? У них такой шлейф. Ты очень долго ты можешь идти, и вот этот аромат, он может тянуться за тобой, да. Какой сегодня наш аромат, если говорить о нас как людях? Привлекает ли он других людей? Насколько он приятен? Насколько рядом с нами хочется находиться? Хочется проводить время? Хочется быть? Божье благоухание. Так говорит Бог о людях, что на вас Божье благоухание, те, кто познает меня. Это будут люди, с кем каждый будет искать встречи, знакомства. В тебе будет что-то особенное. Вы знаете, написано в Библии, кроме того, что мы люди, познавшие Бога, о них сказано, что вы свет этому миру. Свет. Нам однажды как-то сказали мои знакомые: послушай, Ир, я просто вижу в вас вот такой вот маяк, как свет. Я вижу, куда мне идти. Это очень здорово, когда люди могут так сказать. В Библии сказано, что вы соль этому миру. Соль, она имеет какие свойства? Придавать вкус, да? Сохранить от порчи, от разложения этого общества, если говорить о человеке, да? Придавать вкус. Это вот народ Божий. Написано в Библии, что на всех путях мы должны познавать Его. Итак, я уже почти заканчиваю. Я пролистываю кучу всего, что я тут приготовила. Знаете, еще я хочу сказать, очень важно, как нужно говорить людям о Боге на языке любви. У нас особенный ребенок, и он ни с кем не контактирует. Но здесь в зале есть единственный человек, с кем Арсений нашел контакт, кого он называет другом. Это на протяжении многих лет было невозможно. При такой форме аутизма это вообще невозможно. И благодаря принятию этого человека, да, благодаря его любви, Арсений впервые кого-то назвал другом. Любовь – это нечто такое, знаете, то, что способно творить чудеса. Это что-то невероятное. Бог есть любовь, написано в Библии. Поэтому очень важно говорить людям о Боге с любовью, молиться о своих родных, близких, чтобы Бог открывал их сердца к познанию истины. Да? Приходите к Богу, знаете, как дети. Я очень наивная. Внутри я ребенок. Вот просто. Если кто-то меня очень близко знает, но вообще во мне сохранилась эта детская непосредственность. И Бог говорит нам каждому: будьте как дети, такие же простые. Не создавайте там себе каких-то формул. Бог, Он простой. К Нему можно приходить таким вот ребенком, открывать свое сердце, говорить свои желания, признаваться Ему во всем, чем только хотите. Он непременно примет.
Это очень здорово. Сегодня я еще вот заканчивая, у меня уже так время мало, ладно, 35 минут прошло, еще 5 минут займу. Я хочу вам рассказать одну притчу. Однажды один человек приехал в одну сельскую местность, его даже на карте не было, да, и он очень удивился, что люди там какие-то счастливые. И спрашивает: слушайте, ну скажите секрет вашего счастья. А ему говорят: ну, для того, чтобы секрет узнать, надо сходить на местное кладбище. Ну, тот, недолго думая, пошел на кладбище и смотрит, написано, значит, продолжительность жизни 3 месяца, полгода, там, к примеру, там, 2 месяца. И он спрашивает: а что у вас здесь такое было? Что случилось, что у вас одни младенцы на кладбище? Ему говорят: нет, здесь не младенцы, здесь взрослые люди. Просто по правилам нашей вот этой деревни мы не пишем да, год рождения и смерти, да, а мы пишем только то время, когда человек по-настоящему жил. Вот, например, вот этот человек по-настоящему жил тогда, когда он был влюблен. А вот этот человек тогда, когда он нашел работу, когда Бог сохранил его жизнь во время шторма, вот тогда он по-настоящему жил. И всего это может год, может 2, может 3 месяца. И вы знаете, я думаю, что каждый из вас, наверное, слышал такую вот фразу Авраама Линкольна. Да? Однажды он сказал, что не важно, сколько дней в твоей жизни, важно, сколько жизни в твоих днях. И сегодня мне хочется просто вдохновить вас. Бог, Он именно тот, кто может умножить количество вот этих дней, в которых будет много жизни. Я наблюдаю за одним человеком в интернете. Его зовут Руслан Набиев. Он в 2015 году, да, была очень серьезная трагедия. Значит, он в армии вот, присягу принял, а на следующий день буквально рухнули казармы. Очень многие пострадали, были смертельные случаи. Вот этот человек 7 часов находился под завалами, там уже пошло заражение, ему ампутировали ноги. Вот когда он очнулся, конечно, человек был в состоянии шока, он себе потом рассказывает, что у меня был выбор: или спиться, или покончить с собой, да, но на данный момент он является рекордсменом в книге рекордов Гиннесса по альпинизму. Он покорил около 8 горных вершин там. И сейчас собирается покорить самую большую вершину мира. Кто знает, какая это гора? Эверест, да, Эверест. И он покорил, то есть он пошел на руках, представляете, это единственный человек в мире. И я смотрю на историю этого человека, который, знаете, он не сдался. А вот эти краски жизни, да, то есть он для себя принял решение. Он рассказывал, что с Божьей помощью, да, он взял себя в руки, да, и он стал не просто жить, стал полноценно жить. Я хочу вас вдохновить. Человек без ног, да, отец и муж, отец 3 детей, и насколько в нем жажда жизни, интерес к жизни. Ой, простите, мне так много хочется вам сказать. Сегодня я хотела вас просто вдохновить. Мне большое желание, чтобы каждый из вас однажды вкусил, как благ Господь. Чтобы каждый из вас пережил эту настоящую встречу. Чтобы каждый из вас говорил и не молчал о Боге, говорил о своей вере. Сегодня наша команда Альфа-курса служит. Кто на кухне, кто за столами, кто на посуде там, кто просто принимает здесь, кто за аппаратурой, кто где. Вы знаете, нам никто не платит. У нас нет никакой выгоды. У нас просто огромная страсть и желание, чтобы все из вас встретились с настоящим Христом. И сегодня, если кто-то спрашивает у нас, за какой счет банкет, я хочу сказать, что это только благодаря неравнодушным людям, которые
до бесконечности влюблены в Бога, которые, возможно, по пятницам не ходят в магазин, а просто жертвуют деньги, приняли такой обет, кто-то еще как-то, да, кто-то откладывал ради того, чтобы это было красиво, ради того, чтобы это было вкусно. Кто-то пекет блины, не знаю, по полдня на кухне, это больше сотни блинов Андрей испек, да. У него семья, дети, но мы получаем от этого удовольствие, служа вам, говоря о Христе, служа своими дарами. Поэтому мы очень рады за этот проект, за то, что он есть, за то, что вы здесь. Это на самом деле благословение. И мне хочется сказать, что мое большое желание, чтобы Бог никогда в вашей жизни не был на скамейке запасных, чтобы Он был полноценным хозяином, господином, чтобы Он не был тем, кому ты приходишь только в минуты отчаяния и горя, чтобы Он был твоим убежищем, твоим покровом, твоей защитой, чтобы Он был именно тем, кто будет тебя радовать, в ком ты будешь находить утешение, в ком ты будешь, знаете, с кем ты будешь проводить каждый день, кому ты будешь уделять время, внимание, с кем ты будешь устраивать свидание, кто будет тебя радовать. Поэтому спасибо, что сегодня вы меня выслушали. Я много еще не сказала, но я и так переборщила со временем чуть-чуть, да. Поэтому спасибо большое, благословений вам и очень много Бога в жизни.